Еще в XIX веке отдельными представителями ингушского народа предпринимались попытки создания алфавита ингушского языка, но удалось это сделать лишь в советское время. В 1920 году в отделе народного образования Назрановского окружного ревкома была организована особая комиссия для создания ингушской азбуки. Ее председателем был назначен ингушский просветитель, ученый, филолог, горячий патриот своего народа профессор Мальсагов. Ему принадлежит заслуга создания проекта алфавита на латинской основе, благодаря чему с 1 мая 1923 года стала издаваться газета «Сердалу», первый печатный орган на ингушском языке. Окончательный ингушский алфавит на латинской основе был принят в 1922 году. Таким образом, ингушская литература возникла сразу как советская литература. Она, как и литература остальных народов Северного Кавказа, имела два основных источника поэтических традиций – национальный фольклор и литература русского народа. Молодая ингушская литература прошла путь своего развития от фольклора до романа-эпопеи. Развитие ингушской прозы, накопление ею художественного опыта шло путем творческой переработки фольклора и художественного осмысления, особенно в жанре очерка, всего уклада жизни, социального положения ингушей. Самостоятельные произведения, относящиеся уже к письменной литературе, создавались на основе индивидуальной обработки фольклорных мотивов. Очерки открывали совершенно новую линию творчества, они опирались на традиции этнографических зарисовок, бытовых записей, заметок о путешествиях и так далее. При этом очерки оставались национально своеобразными. Понятие национальной литературы, которое находит свое выражение во всех областях материальной и духовной жизни народа, охватывает быт, нравы, обычаи, выражается в языке и фольклоре, становится предметом исследования первых национальных авторов-просветителей, писавших на русском языке. Одним из первых выступавших в русской печати, успешно освоивший жанр этнографического очерка, был Чах Ахриев. Его произведения представляют интерес и как художественное произведение. Особое место в фольклоре занимает нартский эпос, являющийся для северокавказских литератур выразителем национального духа, своеобразной художественной летописью народа. Литература первого периода носила просветительский характер. Вторая половина 20-х годов отмечена в ингушской литературе некоторым ростом прозы. Появляются очерки Осмиева «Отцы и дети». Идрис Базоркин печатает свой первый рассказ «От тьмы к свету», затем рассказ «Несчастье» в 1928 году. Ряд новых рассказов и очерков на русском языке публикуют Гойгов, Мальсагов и другие. Внесли свой вклад в разработку основ письменной поэзии Ахмед и Салман Азиевы. Заурбек Мальсагов пишет пьесу «Месть». Писатели и поэты по мере своих сил и таланта разоблачали все, что мешало движению народа вперед. Внимание писателей привлекала особенно судьба женщины-горянки. Эта тема впоследствии заняла большое место в творчестве Гойгова, Салмана Азиева и вообще других ингушских писателей. В этот период с каждым годом увеличивался поток переводов на родной язык с русского и других языков народов Советского Союза. Переводы способствовали обогащению национального литературного языка. В 20-е годы наиболее разработанным жанром рассказа был у Гойгова «Сон горянки», «Нана, пленница» и другие. Первая повесть на русском языке в ингушской прозе появилась в 1926 году. Мальсагов Созерко Артаганович написал документальную повесть о ГУЛАГе «Адский остров». Впервые опубликована была она в России в 1992 году. В 1904-16 годах появилась целая плеяда очеркистов и публицистов. 1930-е годы были годами большого взлета творческой мысли ингушских писателей. Появляются драматические произведения Орцхо и Дошлуко Мальсаговых, например, пьеса «Перелом», пьеса Муталиева «Культ армейцы». Жанр поэмы представлен исторической поэмой «Армхи» Мальсагова и поэмой Муталиева «Кердехящи» «Новые гости». Интересен рассказ Базоркина «Буаньки» «Ловушка». Первый всесоюзный съезд писателей помог литераторам Чечено-Ингушетии осознать, что ингушская литература – это частица большой многонациональной советской литературы. Во второй половине 30-х годов растут творческие интересы ингушских писателей. Идрис Базоркин пишет психологическую драму «Тамара». В конце 30-х годов появляются новые поэты – Яндиев, Хамхоев и другие. Создает свои крупные произведения Гойгов. Мемуарная повесть «Пробуждение» 1936 года,
героико-революционную повесть «Серго» 1936-1937 года, а также рассказ «Проклятие прошлого». Конечно, в литературе 30-х годов было немало пробелов и недостатков. Писателям не хватало мастерства, полностью отсутствовала критика. Большой ущерб был нанесен чечено-ингушской литературе в конце 30-х годов. В 30-е годы появился новый жанр литературы – фельетон. Писатели Осмиев и Муталиев под псевдонимом Темырко создали серию фельетонов на ингушском языке. В предвоенное пятилетие в ингушской литературе приоритетное развитие получила поэзия. Главная тема ее родина, родная природа. Азиев Ахмед, Азиев Салман, Муталиев, молодой писатель Яндиев публикуют свои стихи в общих сборниках «Песни», «Наши песни», а также в собственных сборниках «Заман Кизга» Яндиева, «На посту» Муталиева. Стихи Яндиева «Мать поет», «Бейся сердце», «Слеза», «Любимой» глубоко лиричны. Он сразу заявил о себе как оригинальный, самобытный, национальный поэт-лирик. В эти годы самой злободневной темой, конечно же, была антифашистская и антиимпериалистическая. В 1943 году вышел сборник публицистических очерков Базоркина, которые отличались боевой силой: «В бой», «Непростим», «Лицо врага». Пьеса в жанре героической драмы «Капитан Ибрагимов», «Рождение ненависти», «Сей», «Зарета». На основе личных фронтовых впечатлений Зязиковым написаны рассказы 19 ноября и «В родном селе». К борьбе с врагом в своих стихах призывал и Джамалдин Яндиев. В 1942 году стихи ингушских поэтов звучали на радио ежедневно. Они отличались остротой лозунга, их влияние было неожиданным. Но поистине триумфальное шествие ингушской литературы было самым неожиданным образом прервано грубым искажением национальной политики в период культа личности Сталина. Целые народы были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Народ, лишенный родины, лишенный своих корней, теряет историческую память, забывает свой язык, свою культуру и постепенно растворяется среди других народов. Именно на это рассчитывала сталинско-бериевская клика, а сохранить нам себя в истории помог неубиваемый дух нашего народа. Его прекрасные народные обычаи и традиции помогли нам выстоять и выжить. В 1944 году писатели лишились всего того, что являлось основой их жизни – работы, книги, рукописи, личных архивов. И самое главное, они были лишены родины. И только после восстановления Чечено-Ингушской республики и после программной речи Хрущева за тесную связь литературы и искусства с жизнью народа получила ингушская литература свое дальнейшее развитие. После 20-го съезда КПСС начинается постепенное возвращение писателей и поэтов к литературному труду. В течение 2 лет в городе Алмате издавалась газета «Знамя труда», на страницах которой печатали свои произведения Муталиев, Базоркин, Яндиев, Зязиков, Осмиев. В 1956 году во Фрунзе вышел сборник ингушских поэтов, писателей и драматургов «Весна» на ингушском языке, составитель которого был Яндиев, сборник стихов «Голоса молодых», а в 1958 году в городе Грозном сборник стихов «Дяхи», а затем сборник стихов «Дегорос» «Радость сердца». В 1959 году вышел первый поэтический сборник Чахкиева «Нана Нясери». В этом же году в Москве в издательстве «Художественная литература» вышла антология «Поэзия Чечено-Ингушетии». Издается национальная газета «Сердало». С 1958 года выходит журнал «Дружба», позднее переименованный в альманах «Луаман-Уйри» «Утро гор». В 1957 году состоялась первая писательская конференция, на которой было объявлено о восстановлении Союза писателей ЧССР. В 1958 году состоялся первый учредительный съезд писателей РСФСР, имеющий для развития чечено-ингушской литературы огромное значение. В этом же году начал работать Чечено-Ингушский национальный театр. С 1957 года начал вести свою работу сектор литературы научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
Писатели издали сборник очерков «Радость труда» в 1961 году, в который вошли очерки Зязикова, Ведзижева, Муталиева, Хашагульгова. В периодической печати публикуют свои произведения десятки начинающих писателей – Боков, Чахкиев и другие. Лучшим произведением 50-х годов является историческая повесть Идриса Базоркина «Призыв», где описывается один эпизод гражданской войны в Ингушетии. Интересен и рассказ «Сказка Куни». Переведены на русский язык и изданы в московских изданиях стихи и поэмы Джамалдина Яндиева, Муталиева и других. В конце 50-х, начале 60-х годов начинают работу в качестве литературных критиков Абу Мальсагов, Алихан Костоев, Ибрагим Дахкильгов. Многие годы Ибрагим Дахкильгов трудится над исследованием проблем ингушского литературоведения и фольклористики, созданием учебной литературы. Им написаны и художественные произведения для юного читателя «Шутыр», «Кукиденл», «Берт». Его романы, повести и рассказы любят читатели. В 1958 году Зязиков написал книгу рассказов и очерков «Воля советского человека». Это фронтовые очерки. В жанре очерка Муталиев опубликовал сборник «У друзей». В 1961 году вышел общий сборник очерков «По дорогам семилетки» писателей Зязикова, Ведзижева, Хашагульгова, Муталиева. В 1960-х годах в ингушской литературе появляются первые повести Бокова «Трудный путь», «Буран», «Райхант». Обостренное внимание к общественным процессам обусловило своеобразную тематику сюжета его произведений, как отмечала критика. Боков обращается и к жанру историко-революционного романа. В произведении «Сыновья Беки» художественно раскрыто значение социально-культурных перемен для исторических судеб горских народов, показан их духовный и нравственный мир. В романе «Багровые зори» показан исторический этап в жизни Ингушетии, 1930-е годы. Боков обращался и к современной тематике, например, повесть «Старый дом» о Великой Отечественной войне. «Звезда среди звезд» о трудных буднях нефтяников. Это роман о борьбе за большую нефть с характерными для этого жанра конфликтами. В 1963 году, будучи студентом литературного института имени Горького, Чахкиев написал роман «Золотые столбы», который был опубликован в 4 номерах альманаха «Утро гор» в 1965-66 годах. Одним из первых он обратился к теме репрессий. Роман отражает черные дни ингушского народа. Чахкиев – талантливый и широко известный поэт, прозаик, публицист, драматург, народный писатель Чечено-Ингушетии. Большое место в его творчестве занимает и переводческая деятельность. Его произведения печатаются и в центральных издательствах. Драматические произведения вошли в книгу «Голгай Уамылыш» в 2 томах. Первая драматическая поэма Чахкиева «Барги хих без закат» «Чаша слез» была написана тоже в 1963 году. Историко-революционные и документальные повести Зязикова «Именем революции» и «9 дней из жизни героя» явились толчком для появления ингушского романа. Особый интерес вызывает творчество Идриса Базоркина, писателя талантливого и многогранного. Уже первое знакомство с творческим наследием писателя дает все основания считать, что его творчество представляет своеобразную художественную летопись жизни. Автор знакомит читателя с лучшими образцами духовной культуры своего народа. В 1968 году опубликован роман «Эпопея Базоркина из тьмы веков». Роман стал событием особой значимости не только в ингушской, но и во всей многонациональной литературе. Получил высокую оценку ведущих ученых. Это художественное исследование жизни ингушей с их бытом, историческими традициями, обычаями, многоплановое произведение, поднимающее сложные вопросы жизни народов Кавказа на рубеже XIX-XX веков. Главной темой ингушской поэзии периода 50-60-х годов является тема Родины, возвращение на родную землю. Художественно состоявшимся стал и жанр лирической миниатюры в творчестве Джамалдина Яндиева. Художественные достижения этого периода представлены в гуманистической лирике народного поэта Гирихана Гагиева. Начиная с 1964 года его произведения печатаются не только на страницах республиканской периодики, но и в центральных изданиях «Дон», «Октябрь» и другие.
Его поэзия опубликована в отдельных сборниках и в собрании сочинений на ингушском и на русском языках. Особое место в ингушской литературе занимает лагерная лирика поэта-мыслителя Алиха Шагульгова, отражающая трагедию человеческого сознания. Поэзия 60-70-х годов представлена творчеством Плиева в коллективных сборниках и на страницах периодики. В 1968 году вышли сборники стихов «Обелиск на страже», «Таргим», повести и рассказы «Клятвы сыновей», роман «Чистота души». В 1991 году им издан первый ингушский роман в стихах «Баланди». Представителем другого направления развития национальной поэзии является ушедший в расцвете сил Ибрагим Ташхоев. Его поэзия, книги «Путь к себе», «Бумеранг» и другие воспринимаются как руководство в жизни человека. В начале 80-х годов вошел в ингушскую поэзию Вышегуров. Его поэзию отличает оригинальный ингушский язык с философской направленностью. Он автор стихов «Эздел», «Бочил», «Назым», «Мялха Галгай». В 2006 году вышел сборник стихов «Жалоба земли» на русском языке. В современной ингушской поэзии прочное место занимает Сали Арчаков. Поэт внимателен к реалиям быта родного народа, открывая в нем истинную поэзию. Глубокий символический поступок раскрывается в балладе о кузнеце. Жанр рассказа плодотворно представлен также в творчестве Видзижева, Чахкиева, Плиева, Горчханова, Хамхоева. Горчханов Батрудин занимается творческой деятельностью с 1982 года. Его стихи, рассказы, публицистические статьи опубликованы на страницах периодики. В настоящее время готовится к изданию книга рассказов и пьес. С 1970 года публикуется Хамхоев Ваха, автор многих художественных произведений, рассказов, пьес. Готовится к выходу его книга рассказов и пьес. Сатира и юмор в ингушской литературе представлены сатирическими рассказами, стихами и новеллами писателей Ахмеда Видзижева и Башира Ганижева, автором юмористических сборников рассказов «Катавасия», «Под папахой Турихана», «Сакердами Дуцерыш», Абу Мальсагова. Конец 80-х, начало 90-х годов – трагическое время для ингушской литературы. Общественно-политическая ситуация в стране, разрушение СССР, распад Чечено-Ингушетии, повторная депортация ингушей с этнической родины в пригородном районе Северной Осетии в 1992 году, война в Чечне, жизнь ингушских писателей в положении беженцев, уничтожение архивов. Такой тяжелый путь прошли ингушские писатели и поэты. Но в ближайшие годы литература ингушского народа обогатилась новыми произведениями писателей и молодых поэтов. Художественная литература немыслима без здравой, благородной, объективной литературной критики. Сегодня можно говорить о начале преодоления кризисных явлений в ингушской литературе. Работает издательство «Сердолу» и частное издательство «Пилигрим». Выходит журнал «Литературная Ингушетия», журнал для детей «Селаат». Проводятся конкурсы молодых литераторов. Хотя от того взрыва, который был в 60-х, 70-х годов, конечно же, не наблюдается, но и тем не менее. Книги выходят на хорошем уровне. Большую помощь в издательстве книг молодых поэтов оказывает издательский проект Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Вышел роман Бокова «Судьба», Кадзоева «Галгай», антология ингушского фольклора в 4 томах, «Ингуши», духовные башни ингушского народа Танкиева, ингушский фольклор Абу Мальсагова, собрание сочинений в 2 томах на ингушском языке Джамалдина Яндиева, 3-томник на русском языке и 4-томник на ингушском языке народного поэта Ингушетии Герихана Гагиева. Антология ингушской поэзии, автор и составитель проекта Мартазанова. В антологию поэзии народов Северного Кавказа вошли произведения ингушских поэтов. Прекрасные стихи Мариам Лияновой внесли свежую струю в ингушскую литературу. Она пишет в лучших традициях русской и мировой литературы, воспевая идеалы гуманизма, справедливости, добра и любви. Обогатил ингушскую поэзию сборник стихов Раисы Дидиговой «Прикосновение» и другие ее творения. Большое развитие получил жанр драматургии и рассказа. Издан 2-томник пьес Чахкиева, сборник рассказов и повести «Голос из ада» Чахкиева. Собрание сочинений в 6 томах Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Наряду с художественной литературой издана и научно-познавательная
Книга Зязикова «Традиционная культура ингушей. История и современность», которая переведена на французский язык. Мурада Базоркина «История происхождения ингушского народа». Шукри Дахкильгова «Страницы истории ингушского народа». Якуба Патиева «Ингуши. Депортация, возвращение и реабилитация. 1944-2004 годы». Нурдина Кадзоева «Назрань. Исторический очерк и другие». Издаются сборники научных трудов, словари и справочники, так необходимых для развития литературного ингушского языка. Выходят журналы ИНГУ, научный вестник, лингвистический кружок. Среди авторов молодого поколения, только начинающего принимать эстафету литературного искусства, хочется отметить талантливого поэта Тамару Чаниеву, автора 3 поэтических сборников, среди которых наибольшую популярность получили сборники «Оплаченное сердцем» и «Интонация молчания». Произведения другого молодого ингушского писателя Берса Евлоева «Идеальный по закону гор», в которых он отражает темы современных социальных проблем и межличностных отношений в ингушском обществе, снискали большую популярность у читателей республики. Подает надежды автор прозаического жанра Билан Зугаев, ставшего победителем интернет-форума молодых писателей России. В 2017 году вышел первый его сборник произведений «Стон земли». Конечно, в республике сегодня масса нерешенных проблем, и не всегда бывает возможность повернуться лицом к писателю. И хочется надеяться, что наряду с другими вопросами у нас в республике будут решаться и вопросы литературы. Говоря словами Вахи Хамхоева, у нашей литературы есть одно несомненное достоинство. Невзирая на недостатки, на упущения, произведения ингушских писателей написаны живым, сочным, почти неупотребляемым молодым поколением родным языком. И ради этого их стоит читать и перечитывать. Старшее поколение ингушских писателей и поэтов сыграли большую роль в развитии ингушской литературы. Они создали алфавит, писали свои произведения на родном и русском языках. Они выступали за глубокое изучение родного языка, за создание художественной литературы. Воспитание человека, способного воспринимать художественное произведение во всем его богатстве, процесс многотрудный и долгий. Но если с самых малых лет прививать и развивать у маленького человека книжную культуру, то, безусловно, возрастет и число молодых читателей, не представляющих свою жизнь без чтения и без книг.